Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов, Айдын. У Николая сегодня день рождения от всего нашего коллектива. Поздравляю, Николай, тебя и желаю всего самого лучшего, самого доброго. И благодарю за сопровождение и за качественный эфир. И сегодня в нашей студии гости, я с удовольствием их представлю. Первым я хочу представить человека, по которому, я думаю, уже соскучились и наши слушатели, и зрители. Сегодня в нашей студии, друзья, отличная новость еще одна. Дмитрий Паньков, депутат Государственной Думы Ил-Тумен, руководитель Народного фронта в Республике Саха-Якутия, по доброй традиции мой соведущий и сегодня. Дмитрий, я вас очень рада видеть, вы давно у нас не были. Добрый вечер. И наши слушатели и зрители знают, что если в нашей студии Дмитрий Паньков, то тема будет актуальная, интересная и, в общем-то, подана горячо. Сегодняшний эфир тому подтверждение. Мы будем говорить о образовании и о среднем образовании. Об этом мы говорили не раз в нашей студии уже, но когда за дело берется Дмитрий Паньков, то тема звучит совсем по-другому. Дмитрий, я с удовольствием передаю штурвал эфира в ваши сильные руки. Спасибо. И, большое. Пожалуйста, представляйте ваших гостей, и мы начнем. Да, сегодня у нас действительно очень интересная тема. Сегодня у нас в гостях педагог по предмету технология. Это Гапеева Татьяна Михайловна. Мы с ней давно, в принципе, знакомы, работали по общественным различным проектам. И действительно человек, который правдоруб, это я точно знаю и уверен в этом, и всегда говорит правду. И также у нас Михаил Григорьевич Петров, это экс-руководитель Якутского индустриального педагогического колледжа имени Владимира Членова. Сегодня они уже не работают и в той сфере, в сфере образования, да, и в этом-то и актуальность сегодняшнего эфира. Почему? Потому что действительно мы стоим не просто на пороге, а мы уже вплотную зашли в так называемую оптимизацию системы образования. К сожалению, оптимизация не от слова оптимизм, а от слова оптимальная. И вот сегодня будем мы обсуждать, насколько оптимальные решения у нас принимаются в органах государственной власти для того, чтобы наше образование становилось лучше. И становится ли оно лучше, нам расскажут как раз-таки сегодняшние гости. К сожалению, те люди, которые в настоящее время работают педагогами, они, как правило, замалчивают проблемы, потому что, не принято говорить в коллективах, и знаем прекрасно, что потом начинаются какие-то определенного рода санкции со стороны руководства. Поэтому говорим с теми, кто уже не работает. И, пользуясь случаем, конечно, хочу сказать, если у наших телезрителей, у наших радиослушателей есть что сказать по этой теме, обязательно звоните в прямой эфир. Вета, какой у нас номер? Да, телефоны, я напомню, 32 00 66 и 32 11 66. Да, обязательно передадим нашим гостям слово, они попробуют ответить. Ну и начнем, наверное, с общего образования, как раз-таки, где у нас работала Татьяна Михайловна. Расскажите, как коснулась оптимизация системы общего образования, какие плюсы, какие минусы за последнее время пришли в школу, так сказать, и вообще с какими трудностями на сегодняшний день сталкивается педагог. Да, добрый день, уважаемые слушатели и телезрители, не телезрители, а те, кто нас смотрит в прямом эфире. Оптимизация, да, как уже сказал Дмитрий Александрович, не самый лучший выход на сегодняшний день, мне кажется, в системе образования, потому что нас все меньше и меньше, тех, кто может нести доброе, светлое, вечное. А что это такое оптимизация? Давайте поясним. Оптимизация на сегодняшний день – это соотношение количества кадров, качества образования и затрат, которые идут с бюджета на это образование. В целом так, чтобы за наименьшие траты получить максимальный эффект. Но
можно ли его получить, мы как раз-таки сегодня попытаемся узнать у наших гостей. Вот вы сейчас, Дмитрий Александрович, озвучили этот момент, да, и знаете, какая картинка первая всплыла у меня в голове, да, чтобы людям было понятно, что такое оптимизация. Все мы каждый день ходим в магазин, покупаем хлеб, хлебобулочные изделия вообще нашего комбината. И наверняка многие обратили внимание, что булочка хлеба стала маленькая, но цена осталась как бы прежняя. Вот я люблю метафоры, так понятно. Вот это то же самое происходит в образовании. Нас вроде как меньше, но все получают как бы приличную зарплату. Это к теме сокращения кадров. Да, это даже не оптимизация, да, а давайте называть вещи своими именами, сокращение. И первый момент, это вот, видимо, коснется больше, конечно, руководящего состава, на котором основные проблемы лежат, да, эти плечи могучие директоров, завучей по учебной работе, по воспитательной работе, которые вообще, можно сказать, день и ночь 24/7 живут на работе. И представляете, каждый день вы везете на себе вот эти вот 1000 детей, а в среднем у нас в школе 1000 и более детей обучается. Соответственно, у каждого еще есть родители, неравнодушные бабушки и дедушки и прочие родственники, да, которые принимают активное участие в жизни. И на одного директора вдруг свалится 2 школы, да? Интересно, как ему вот станет легче? Я сомневаюсь. И, соответственно, качество взаимоотношений между педработниками и родителями, я думаю, уменьшится в разы. Что мы будем теперь ждать и записываться. Если сейчас мы можем прийти в любой день в свою школу, зайти, да, и встретить и зауча по воспитательной работе, и зауча по учебной части, и директора, и различный персонал, который обслуживает школу, не только педагоги, но также и там даже элементарные уборщицы, да, если их уменьшится, то среда помещений станет, конечно, хуже. Ну и это вот одна часть, да. Но самая страшная оптимизация идет в количестве часов, уделенных образованию. То есть вместо 6-дневки, которая во многих школах присутствует из-за того, что загруженность предметами огромная, хотят всех под один стандарт 5 дней, с понедельника по пятницу. Но как вместить то количество предметов, которые требует от нас ФГОС, поясню, что это такое, федеральный государственный образовательный стандарт, просто непонятно. Вот как-то вот так. Да, действительно, проблема ясная, и самое главное, насколько она будет решена. Действительно, у нас есть и такая проблема, как переполненность школ. И вот мне интересно, стоит задача федерального уровня перейти на односменное образование, на 5-дневку. Как это вообще возможно в реалиях сегодняшнего дня, и как это будет, ну вот даже если пофантазировать и помечтать, как это будет выглядеть? Вот вы работали в школе. Как Я думаю, на сегодняшний день в городе Якутске это невозможно вообще. Вот я наблюдаю за образованием, так получилось, вот я была во всех 3 лагерях. И как ученик, и как родитель, и как педагог. Сталкивалась со всех сторон. Я говорю, я школу всегда видела со всех сторон. И могу сказать следующее. Когда я была ребенком, был такой момент, когда я лично училась 3-ю смену. Такой момент был. Это со скольки до ночи, что ли? Вот, рассказываю, со скольки это было. Это было с 4 часов вечера. Мы шли в школу, уже темнело. И возвращались мы домой в 8, начало 9. Да, такой был момент. Это я училась в 3-й школе Залги. В связи с чем это было, я не могу вам сказать, потому что это был 3 и 4 класс. Мы так учились. Вот, но это было. На сегодняшний день мы живем в 2 смены. 1-я, 2-я. И 2-я смена у нас заканчивалась в школе в 19:25. Что тоже само по себе уже поздновато в наших условиях, да, суровых. И темно, и холодно, и, в общем, всяко разно, да. И иногда не всегда благополучная обстановка в тех районах, в которых располагаются школы. Ну, разные у нас они есть. И семьи разные, не всегда ребенка встретят. Да, не всегда есть возможность. Там и дороги, и собаки, и все что угодно. Вот, и если даже вдруг завтра построят еще 20 школ вдруг неожиданно по волшебству в нашей школе, вопрос, а кто будет учить этих детей? Ведь у нас еще помимо вот этой вот оптимизации, которая, да, у нас сейчас вот нависает над нами, у нас же еще очень тяжелые условия труда у педагога, да, потому что у него в день бывает не 5-6 уроков, как положено, а 10-12. А когда ты проведешь 12 уроков, ты приходишь домой, ты со своей семьей разговаривать не можешь. Потому что у тебя просто болят мышцы языка. Ты же 12 уроков. Ля-ля-ля-ля-ля. Нес великое, доброе, светлое. И это физически, вот говорят, разговаривать – это не мешки носить.
Но вот могу вам сказать, у меня был в жизни и физический труд, и интеллектуальный труд. И скажу вам следующее. Интеллектуальный труд гораздо тяжелее. Потому что... вот учителям ставят в пику, что зарплату подняли, что зарплата высокая, и что же вы жалуетесь? Такое же мнение тоже есть? Вот. Прекрасное ошибочное мнение. Ошибочное? Молодой педагог, когда он приходит в школу после института, я это видела неоднократно. Это вот, знаете, такой порыв. Я буду учить детей, там, я нести буду все это. Приходит в школу. Первое, я помню свой первый урок. Когда я зашла в класс, на тебя смотрит 40 пар глаз. Такое чувство, что ты зашел к тиграм в клетку, и они все от тебя чего-то ждут. Потому что, когда новый учитель приходит, да, они же тебя изучают, какой ты, что с тобой можно делать. Тебя можно там подшучивать над тобой или что-то еще. Они на это все смотрят. И тебе настолько страшно, потому что ты должен не просто вот что-то донести до них, ты должен управлять этой массой. Это вот не просто же тоже, это же каждая личность пришла из своей семьи со своими правилами, устоями, воспитанием. И ты этих людей должен направлять и донести до них какую-то информацию. Школа — это ад. Я сама работала в школе 3 года, и я рада, что оттуда ушла, и никогда не хочу... в школе? Учителем. Да вы что? Да, русского языка и литературы. Вот. И я говорю, что я это вижу, когда приходит учитель молодой. У нас несколько раз было, что они приходят, проработают месяц и кричат: никогда больше я не хочу. И убегают, представляете? Это после пединститута? Это после пединститута, потому что они приходили на практику. Да, есть такое же, что раньше нужно было отработать 3 года, да? Да. Вот. Они все что угодно, они готовы откупаться, только не... Ну вот смотрите, да, это работа с детьми. По сути, возраст это до 16 лет примерно. Ну да, примерно. Примерно так. Вот, Михаил Григорьевич, а к вам, когда приходили молодые педагоги, они вообще с подростками конкретными сталкиваются уже там 18 плюс, да? То есть такие, ну, наверное, амбициозные очень ребята бывают, возможно, хулиганистые, мы даже понимаем. Вообще, как сейчас обстановка у нас в среднепрофессиональном образовании, вот в этом ключе, какие ребята учатся, какие педагоги? Ну, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что меня, Дмитрий Александрович, пригласили на прямой эфир. Ну, вот я вас послушал, у нас все-таки немножко легче. Да, вот ребята уже в 9 класс, 11, но все равно там чувствуется разница. После 9 ребенок и после 11 2 разных человека. И вот в колледже вот эти первые 2 года как-то выдержать, уже спокойно, ну, уже как бы взрослеют, берутся за ум, уже как-то спокойнее, да. А вот часть оптимизации, она, к сожалению, ну, у нас же не оптимизация, а переведение в соответствие. Тоже коснулась, когда вот в августе еще работал, была уже оптимизация, сократили, по-моему, 7 штатных единиц. Сейчас, говорят, еще будут сокращать. И вот мне тоже непонятно, кто будет, ну, как бы работать, да. Это же тяжело. Вот сейчас у нас уже большая часть контингента колледжа уже несовершеннолетние дети на базе 9 классов. У них такие же права, как у школьников, правильно? А у тех же педагогов права уже не те. Вот, например, со школы человек пришел на работу, у него высшая квалификация, учитель, к нам приходит, все это обнуляется. Ему надо опять по новой проходить. В соответствии занимает должности, первые категории. А почему не сохранились? Ну, вот так, разные направления. Да, разные направления. Напомним, что вы работали директором Якутского индустриально-педагогического колледжа. И вот, ну, у нас тоже немножко, конечно, проблем есть. Молодые ребята переходят. Но у нас основная проблема, что у нас очень маленькая зарплата. На уровне МРОТ. А вот можно как-то сумму озвучивать? Ну, может, не стоит. Не стоит? Не стоит. Почему? Давайте, нет, я хочу озвучить свою сумму, рассказать свою историю, допустим. Когда я пришла... Давайте, я не боюсь никого. А я тоже могу, я когда работала, у меня денег хватало моей зарплаты, чтобы мне на автобусе, тогда еще вот автобусы эти сараи, да, были, да. Туда и обратно на 2 доехать. Это мне хватало кое-как, все, больше мне ни на что не хватало. Это какой год, я извиняюсь? Это 1089 плюс 5, 94, да? Ну там еще все грустно было. 94, 95, 96, вот эти 3 года. Да. У меня в 95-м родился старший сын, там просто печаль была. Ну, лихие 90-е. Ну, 90-е, не 90-е, когда я пришла работать, это было 2014 год в школу, а моя зарплата составляла 25 тысяч рублей. Я помимо этого вела коммерческую деятельность. А это какой год 25 тысяч рублей? 2014 год. Этой зарплаты тоже катастрофически не хватало никуда, потому что это просто вот, ну, просто ни о чем. И молодой педагог, пока у него пройдет СЗД, в соответствии занимаемой должности, категорийности,
выслуга с лет и прочее. Да, когда ты проработал 20-30 лет, когда ты учитель высшей категории, твоя зарплата прекрасная. Но когда ты молодой педагог, которому хочется и погулять, и поодеться, да, ведь мы же еще же помимо того, что мы педагоги, мы же люди, да, мы там хотим ухаживать за собой и прочее, куда-то ездить в отпуска. Да, есть оплачиваемый проезд, раз в 2 года ты можешь им воспользоваться. Но зарплаты молодому педагогу, особенно если это мужчина пришел в школу работать. Даже мужчинам меньше платят. Почему? Он также получает. Но представьте, мужчина кормилец в семье, да? Семью содержать. Он же должен содержать семью по логике вещей. Вы имеете в виду Да. с моральной точки зрения? Да, конечно. да. И еще женщина там, да, муж там меня спрашивал, ну что ты там еще зарплату получаешь? Да, там что-то получаю. Так, на конфеты. А так, нет, это не деньги. Проезд есть, но приехав куда-то, да, у тебя нет денег. Да. Нет, ты получил отпускные за 3 месяца вперед, потому что у нас единственный плюс. Ну да, там же у вас за 3 месяца, да. Отпуск, да. У нас 80, не Дней. помню, 2 или 87 дней, да, отпускных. Вот, это, конечно, красота, да, ты за это время успеваешь отдохнуть. Но основная масса педагогов работает. Лагерь, где-то еще, да, они все лето находятся тоже так же в педагогической деятельности. А почему не отдыхают? Кто-то на ОГЭ, ЕГЭ еще Ну работает. да. ОГЭ, ЕГЭ, это вообще отдельная песня. Вот. Там Очень же весело. тоже надо потом Да. работы Мгм. проверять. Но это дополнительный Мгм. заработок, Да-да-да. потому что вынуждены. Да. А вот история, например, ну, вы сказали, сколько? 80 дней? Сколько отпуск? 82 или 87, это уже сейчас не помню. А вот Да. когда, ну, педагог вернулся с отпуска, ему же надо готовить класс, получается, красят обычно. Это всё Нет, тоже нет, педагог нет, делает? нет, Или это не педагог, всё-таки это делается, АХЧ? это делается АХЧ, да, школа, административно-хозяйственная Ну, часть. хоть здесь нагрузку сняли. Есть еще, если у тебя хороший класс, вдруг там тебе повезло, есть очень активные классы. Сейчас, конечно, обеспечение очень хорошее, я ничего не могу сказать. И мебель новая выдается. Опять же, все зависит от директора, насколько он Пробивной. ну да, настойчивый, скажем так, настойчивый. Не то, что там он где-то у него рука волосатая или что-то еще. Нет. Это зависит от настойчивости. Вовремя заполненные документы, отправлены в соответствующие органы, да, запросы, то, все, 5-10. Очень имеет большое значение, потому что... Списание, дефектовки и прочее. Да, прочее. да. Хороший вот, совхоз. да, прекрасно. В 24-й школе Джемля Бекбулатовна, позвольте сказать, прекрасный завхоз. Всегда четко, ровно, замечательно. Завхоз — это вообще, по-моему, первый человек в школе. Это хозяин школы. Да, да, Хозяин. Мне самое смешное, эту должность тоже убирают, сейчас уже не будет. Какой ужас. Да. Какой ужас. Сейчас, А как может школа? По-моему, лет 5 назад переименовали замдиректора по общим вопросам. Да. Сейчас Да? разработали новую методичку, Мгм. его уже нету. Все, начальник Какой какого-то отдела, ужас. все. И человек, ну, объем работы остается. Мгм. От того, что ему должность поменяли на начальника, кто-то, Зарплату да, Ну, звучит зарплату он, приятней. да, нет, наоборот, хуже звучит. Почему? И в зарплате теряет. Ну, он теперь начальник будет? Так был Не, он замдиректора. замдиректора был. Замдиректора да. был. Мгм. Сейчас Ага. просто начальник отдела, ну, наверное, по хозяйству, ну, кто как Да. назовет, да. И вот тоже человек интересно, да. Люди зарплату теряют, а это же технари в основном, да. Это вообще Да. это адский труд. Ты должен Это, знать все. Да. Все здание знать, эффектные К ведомости отопительному составить, да, все подготовить. Да. сезону подготовить. Все надзорные органы идут же Вот. через него. Да. Пожарная инспекция. Вот, кстати, Роспотребнадзор. сколько, вот вы как директор расскажите, сколько проверок проходит учебное заведение перед 1 сентября? Да. Ну, это на самом деле тихий ужас, то, что у нас творится. Я вот, у меня был контракт, я 5 лет проработал. За эти 5 лет, если я не ошибаюсь, меня 3 раза судили. За то, что у Ужас. меня нету системы, ну, а есть, правда, старая, но не работая. Потом требования меняются, на форточке новые. Это И же вот все стресс. Пожарная Да, и система. вот мне надзорные органы приходят, вот, Григорьевич, у вас этого нет, и это вот мы, давайте штраф. Или в суд подают, да, ну, говорят, денег нет. Вот у меня, я вот сижу, думаю, вот ничего себе, да. Вот государственное образовательное учреждение, государственное, не частное, не мое. Мгм. Государство мне на это денег не выделяет. Вот этой статьи расход 0. Но я обязан, как директор, вот установить новые датчики на здании, в котором 9 этажей. А за какие Да. тогда деньги это Да. всё Бюджет Вот устанавливать? непонятно. Тогда да. с родителей, наверное, нужно собрать, да? Ну это сразу уже. И вас На сразу Колыму. расстреляют. Да, сразу на Колыму. Да. Там А образование. где же нельзя. тогда взять? Да, Как я вот хочешь. спрашиваю, вот мне что делать? Со своей зарплаты вот эти 3 миллиона добывать? Или вот у замов? Так да. суммы-то какие? Ну, они говорят, пишите письма, мы ничего сделать не Да. можем. Ну, это же Спонсорам, неправильно, что ли, да. письма, Вот я я не понимаю, если меня штрафуют, у меня 5 миллионов лежит, а работа на 3 миллиона, я ничего не делаю, баклуши бью. Ну, это же не так. Вот были бы деньги, мы бы все делали. Вот как-то это все накапливается, ну, усталость появляется. Все время ходить с протянутой рукой.
Ну да, об тоже этом мы, не я знаю. думаю, продолжим после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами в эфире. Очень интересная тема. Я думаю, будет дальше еще горячее. Да, дорогие друзья, когда в студии Дмитрий Паньков, скучно не бывает, поэтому оставайтесь с нами короткие 4 минуты, и мы снова вернемся и продолжим говорить про образование. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире продолжаем говорить про образование, о том, какие проблемы на сегодня есть в школах, в средних профессиональных образованиях, учреждениях. В нашей студии эксперты, люди, которые проработали много лет в этой сфере. И сегодня мне помогает вести эфир мой соведущий Дмитрий Паньков. Он депутат Государственной Думы Ил-Тумен, руководитель Народного фронта в Республике Саха-Якутия. Также с нами сегодня Татьяна Гапеева. Татьяна Михайловна, вы учитель технологий средней образовательной школы номер 24, но, к сожалению, бывший учитель этой школы. И также в нашей студии сегодня Михаил Петров. Михаил Григорьевич, вы директор Якутского индустриального педагогического колледжа, но тоже в прошлом времени. Вот. И как раз мы сегодня говорим о том, почему так получилось, что вам пришлось уйти из этих учебных заведений. Я Дмитрию совсем скоро передам слово, а у нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, слушаем вас. Меня зовут Алексей. Я вот хотел 2 вопроса задать Татьяне Михайловне и Михаилу Григорьевичу. Можно, да, 2 вопроса? Да, пожалуйста, задам? слушаем. И небольшая поправочка. Вы сказали депутат Государственной Думы Ил-Тумен. Депутат, наверное, Государственного собрания. Да, совершенно О, верно. это я прям постоянно ошибаюсь. Большое вам спасибо, что поправили. Депутат государственного. Ну, может быть, будет Дмитрий. Я как ошибусь, вот так я и как будет. раз хотел сказать, что, Да. наверное, скорее всего, будет депутатом Государственной Думы. Спасибо. Ваши слова да богу уши. Да. Татьяна Михайловна, вот вопрос такой, вот касательно статуса учителя, да. Вопрос очень актуальный, вот сейчас, наверное, по всей стране вот очень много такой информации, когда вот на учителя в целом вообще вот и со стороны учеников бывает такое обращение, да, неадекватная реакция, там бывает даже кидаются, там ругаются, даже вот бывает какие-то неадекватные родители там. Вот вопрос защиты учителя, да, чести, достоинства. Как вы на это смотрите и что необходимо сделать у нас, наверное, здесь в республике у себя, да, а потом уже на федеральный уровень поднимать? Как это вот, наверное, вопрос тоже Дмитрию. Вот такой вопрос по общей школе, да, и по профобразованию. Меня вот долго мучает мысль такая, да, вот по профобразованию, почему у нас упал статус профессионального училища, да, то есть почему дети туда не стремятся. Я вот раньше с этим вопросом сталкивался и задумался, почему так, да. Вот, наверное, скорее всего, насколько я так понимаю, вот, Михаил Григорьевич, как вы думаете, а что если вот изменить форму государственного задания, которое дается вот образовательным организациям, тем же колледжам, техникумам, да, чтобы они выдавали задание было не выпуск учеников, а выпуск какой-то определенной продукции, да, и на какое-то количество детей. То есть какое-то количество детей, и вам выдается госзадание, под это госзадание финансирование идет, вы должны выпускать какую-то продукцию. Соответственно, там если вы там строительное там направление, да, то есть вы участвуете там в подготовке строительных материалов, там в каких-то там неквалифицированных строительных работах, вот. Если у вас какие-то там, сельхозназначения, да, вот, сельхоз направление, сельхозтехникум, да, почему бы вот не заниматься непосредственно сельским хозяйством, вот иметь какое-то хозяйство подсобное, да, то есть выпуск продукции, сколько-то тонн молока, сколько там тонн мяса, что вы должны там в год выдавать. Вот под это дело, чтобы финансирование давали. Как на это смотрите? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Я думаю, Михаил Григорьевич начнет, потому что обширный довольно-таки вопрос. Действительно, человек предлагает такую советскую систему, по-моему, да, но Михаил Григорьевич более подробно об этом расскажет. Насчет престижа
среднее профессиональное образование, ну, я, наверное, немножко не соглашусь, все-таки, ну, это же не одномоментный вопрос, все-таки потихоньку, но все-таки престиж работы и профессии. Это, я думаю, можно дать оценку этому конкурсам. Сколько на одно место бюджетное у вас был конкурс? Ну, в среднем в нашем колледже в этом году было, по-моему, 4 человека на место. Да? В некоторых доходит даже до 15 человек на место. Всё-таки Ну, это зависит есть. от специальности. Да? Вот дети смотрят, куда им, вот, ну, в перспективе, чтобы зарплата все-таки была побольше. Да? А вот в части вот то, что вы сказали, развитие продукции, у нас, по идее, создавали вот учебно-производственные комбинаты. Почти в каждом колледже они есть, но они как бы на бумажке есть, но работать вот в бюджетной организации очень сложно. Мы пытались вот то, что вы говорите, Алексей, развивать в нашем колледже. Нашли людей, начали заниматься ремонтом машин, покраску, утепление. Гранты, по-моему, какие-то вы выиграли, там Да, защитили. Да. И вот начали работать, но там, знаете, такая бюрократия. Мы же государственные, бюджетные. Вот нам наличными брать нельзя. Люди переходят, говорят, вот нам колесо поменять, там это. Ну, нам говорят, мы говорим, нам надо вот по закону составлять с вами договор. Они такие глаза, вот вы что, говорите? Мне колесо Да, поменять. идите вот в бухгалтерию, наличку нельзя брать, идите в бухгалтерию, оплачивайте там. Короче, мы год или два так мучились, потом уже отказались, потому что, ну, это очень тяжело. Потом у нас начинаются экзамены, уже в колледж никого пускать нельзя. Не дай бог где-нибудь какой-нибудь террористический акт, все закрывается, в колледж никого не пускать, все по периметру ограждения. Ну, это же столько денег надо вливаний, что отдельная мастерская была. А поскольку мы образовательная организация, там, значит, должно быть туалет, там, душ, там, вот такие вот Роспотребнадзор начинает приходить. И все так, как вата. Но опять мы не на что. вернулись, получается, к надзорным органам. То есть и эти еще товарищи как Да, бы ну, совершенно по идее это палки в надо, колеса. конечно. Ну, без надзора, мы такой народ, видать, что нас все-таки надо все время контролировать. Да. Ну вот, а вот направление, чтобы колледжи работали с работодателями, по идее, у нас в республике, в стране ведется вот новый проект, у нас же перешел профессионалитет, где непосредственно работодатель участвует в создании для себя вот будущих сотрудников, да, кадров готовит. Вот у нас и сельскохозяйственный техникум в профессионалитете, Якутский педагогический колледж, Южно-Якутский технологический колледж. Ну вот каждый год какой-нибудь колледж все-таки вот, в профессионалитет вливается. Но, знаете, у нас проблема в том, что у нас в республике очень мало людей. Вот республика Татарстан, взять Москва, Ленинградская область, да, у них же основное производство работодателей все из крупной организации, там по 1000 человек работают. А у нас таких работодателей в республике нет. Тем более в городе Да, Якутске. тем более в Якутске все разрознено. И это какая-то вот 1000 километров в Нирнге. А наши ребята сельские куда вот в Нирнге пойдут? Ну, идут, ну там остаются. А еще же мастерские открывают при вот профессиональных учебных. Да, и мастерские. что-то готовят студенты, и потом это могут продавать. Изготавливают, в смысле. Или это... Нет, у нас все-таки у населения стереотип. Даже машину сделать, а кто будет делать? Студенты. Они такие сразу, не. Но там и цена думают, более по идее, что они приемлемая. придут в какую-то мастерскую, там суперменеров. Нет, это же, по идее, те же студенты, только они работают где-то. Все же мы были студенты. Ну вот когда сюда приходили руководители вот таких учебных профессиональных заведений, они рассказывали, что есть мастерские, студенты делают такие вещи. Я вот помню, мы что-то про ювелирку говорили. Стоит это вообще нормально, даже могут сделать по индивидуальному дизайну. И говорят, что это хотят даже покупать. Вот, Михаил Григорьевич говорит. Я пока не забыл, добавлю, вот тоже за своих коллег. В этом году же были на всех игры Дагина. Медаль знаете, кто где сделали? Якутская промышленная техника, индивидуальный дизайн, все. Вот промышленный медаль, у нас был, да. Я ювелирка. просто сейчас не смогу перечислить всех, кто были, но вот несколько руководителей говорили о том, что их студенты вот уже на рынок... Техникум сервисов очень хорошо работает, выходят. кондитерская фабрика у них. Ну, не фабрика, цех, да. Вот кулинарию продают очень хорошо. Ну, просто основной, если брать основного потребителя, получается, это физические лица. В большинстве своем. Чтобы физические лица пришли в ГБУшку, по факту, да, государственное бюджетное учреждение, они должны заключить договор, они должны сходить в бухгалтерию, подписать. То есть, если я хочу пойти и купить вот это изделие, мне нужно вот сколько-то коридоров. Да, естественно. А нет, я тогда не пойду, конечно. Нет механизма. Там делится же, вот, когда товар продаешь и оказываешь услуги, там тоже отдельные статьи. Все делю, когда государственный бюджетный учреждение, то он в общем, если подытожить, бюрократия. Все портит. Да. Тогда поэтому... Потому что я был в индустриально-педагогическом колледже, я видел их вот эту автомастерскую, там даже покрасочный бокс
Вот специальный такой есть, они готовили машины. Мгм. Кстати, пользуясь случаем, скажу, что буквально на той неделе Якутский индустриальный педагогический колледж передал автомашину Нива на СВО. Вот сейчас Мгм. и те же ребята ее готовили. То есть там есть мастера, там есть все, но основная все-таки функция СПО — это образование, они должны обучить. И вот здесь совместить довольно-таки сложно, вот о чем наш радиослушатель сказал, да, это бы правильно было, это как раз дало бы тот внебюджет, за который бы можно было поставить эту пожарную сигнализацию за 3 миллиона и не получать там административные различные штрафы. Точно. Причем, как должностное лицо, наверное, штраф-то где-то 1030, не меньше. Ну да, 20-30. Нормально, с зарплаты человек должен отдать. Хотя делает свое дело. То есть вот здесь палка, как говорится, о двух концах. Ты либо начинаешь коммерцией заниматься и бросаешь образовательный процесс, либо ты... А как, если идет сокращение, если замов нет? Эти хотя бы можно было направление перекрывать замами. То есть вот здесь, опять же, тоже собака зарыта, оптимизация. То есть должно быть все оптимально. А как это сделать оптимально, когда вот видите, как люди хотят видеть? Люди хотят видеть по советской системе, чтобы у нас уже в СПО был готовый, еще учится, но уже готовый специалист, который завтра в бой и все, и уже работает там где-нибудь в нашей доблестной Алроса, да. Ну, к сожалению, пока есть вот эти подводные камни, которые мы сегодня и обсуждаем. И это причина того, что вы ушли с ваших прежних мест работы. Вот, кстати, да, причина, почему вы ушли. Я, по-моему, я сам по натуре такой человек, я вот одним и тем же делом подолгу заниматься не могу. То есть это ваше Да. просто... Ну вы сколько там? Ну, я 5 лет отработал, 5? мне этого хватило. Ну, я сам начал чувствовать, что у меня глаз замыливается, уже как-то интерес к работе теряется. А сам я по профессии строитель. Хочется что-нибудь создавать, а возможности там нет. А вы Денег ушли нету. в частный бизнес? Нет, я пока отдыхаю, Ага. семье помогаю. Только Да. вот. Ну, у меня 3 месяца еще. До Нового года могу спокойно А могу вам, отдыхать. Татьяна Михайловна, почему так А вот как решилась раз-таки уйти? корень вопроса... Озвучен был Да, был слушателем. озвучен, можно сказать, Ага, да? ну-ка, интересно. Да, вот очень хороший вопрос, и я думаю, что многих педагогов он страшно волнует, потому что по сути своей педагог — человек высококультурный, воспитанный и, как сказать, скромный. Вот, ну, если в общем взять учителей, да? Это идеальный образ. Нет, Они это все очень много такие, таких, примерно. очень много таких Лучше педагогов, которые не могут на хамство отвечать хамством. Много, но не все. Ну, вот я просто смотрю на примере своей школы и тех коллег из других школ, которых я знаю, да, очень взять, наверное, 85%. Именно такие. Вот хабалистых педагогов, их по пальцам можно пересчитать в каждой школе. Да, И они не держатся удерживаются, они вылетают. Это такая микросреда, которая она не дает им развиваться там. Они сами уходят. Но не всегда хабалистость вот может как-то ребенка отключить вообще от процесса и даже от жизни. Иногда можно очень мягко, очень вежливо сказать такие вещи. Можно. Ну и нужно, скорее всего, подобрать слова. Не всегда нужно. Да? Я тут больше на стороне могу быть, я не конкретный какой-то случай беру, на стороне детей. Я не спорю, разные чаще, бывают. да. Ну, это каждый случай сугубо индивидуальный. И вот как раз-таки спрашивал слушатель по поводу того, что как может себя педагог защитить, когда я столкнулась с такой проблемой. Я очень хорошо помню, это были каникулы, меня вызвал директор в кабинет, и там была родительница, был ребенок, и когда я слушала, как меня отчитывала мама, мне было настолько неприятно. Я ни слова не сказала вообще, ни в защиту, ни против. Когда я дослушала до конца, я просто сказала: я вас услышала. Я говорю: еще вопросы есть? Нет. Я говорю: до свидания. И я молча вышла из кабинета. Но какие были мои действия? Я человек действия. Вообще на самом деле. Я умею себя сдержать в нужном месте, но и умею сказать. Так что наповал. Я открыла телефон и в просторы интернета. Как же педагог себя может на самом деле защитить? И что я могу сказать? На сегодняшний день у нас такая проблема есть большая в системе образования. Нет юридической помощи вообще у педагогов. Вот ему, допустим, обратиться куда-то в высшие слои системы образования, да, проконсультироваться, как себя вести в данной ситуации. Вот этого нет.
Человек должен либо сам это где-то найти, либо обратиться сам к адвокату, да, что тоже финансовые затраты. То есть какого-то кодекса нет, вот как важно? Нет, и закон есть. На самом деле учитель очень сильно защищен. Родитель не может просто так взять и прийти на урок, да, без согласия педагога. Он не может просто так написать и сказать, что вот Марья Ивановна плохо себя вела, давайте увольте ее, она там недооценила моего там Васю Пятикулю. Не может так сделать. Или, допустим, проверить знания педагога. Человек не может тоже просто так. Педагога могут проверять только педагоги более высшей категорийности. Компетентные. Да, которые компетентны. Только по этому предмету. И только с согласия самого педагога, которого будут проверять, как выяснилось. И вот когда я с этим... Во-вторых, педагог всегда может написать отказ от обучения ребенка, который ему... в силу каких-то обстоятельств неприятен, не то что неприятен, да, конфликты не всегда не с ребенком, как в большинство случаев, а с родителями. Вот поэтому я больше на стороне ребенка, потому что дети отражают, что происходит. Дети — зеркало семьи. Буквально недавно у нас был тоже на эту тему разговор, что работать надо с родителями, а не с детьми. С детьми проблем нет. Дети проецируют то, о чем говорят дома. Что не говорят там учитель по имени-отчеству, да, а училка. И ребенок это все слышит, он это запоминает. И он приходит и уже с пренебрежением относится к педагогу. А этого быть не должно. Поэтому работу, прежде всего, надо вести именно с родителями, а не... А учителям надо быть чуть-чуть посмелее в этом вопросе, да, когда, если вдруг такая конфликтная ситуация произошла, и обращаться к Уголовному кодексу и прочее. Вы в итоге как себя защищали? Я так понял. Я написала отказ от работы с данным классом, на что я имею полное право. С классом совсем или с учеником? Да, я написала с классом, потому что ситуация дошла до тупика, потому что мама подняла весь класс. Хотя я всегда к детям относилась как к своим, каждому, потому что они для меня все. Я до сих пор, я честно, я скучаю по школе. Очень. Мне не хватает. А вы сколько лет проработали? 10. И ты в этот в эту среду, ты в нее проникаешь, когда, да, ты в ней и начинаешь развиваться. Она не отпускает. Вы сейчас тоже отдыхаете или вы все-таки думаете вернуться в эту сферу? Нет, я не вернусь ни за что, потому что родители только хуже и хуже. Не дети. Дети классные. С детьми интересно. И я очень долго работала сначала с девочками, и получилось так, что педагогов технологий, мальчиков, их вообще практически это вымирающий вид. Это учитель труда, так называемый. Да, учитель труда. Да, вымирающий вид, и поэтому... А у девочек домоводство, да? Да, домоводство. И мне пришлось полностью переквалифицироваться, заново все изучить, материал абсолютно по-новому научиться. Табуретки строить. Да. А вот еще говорят, медиаторы должны быть, вроде бы как сейчас вводят это как новую профессию, что там в школе примирить родителей, детей такого, и защитить. У нас же оптимизация, какой медиатор? Оптимизация. Да, всё. Вы что? У нас скоро учителей-то будет вымирающий вид. С чего начали? А там, нет, говорят, своих будут готовить. Хорошая, кстати, и врачей, идея. У нас и учителей. на территории республики которые действует бесплатная юридическая помощь по линии адвокатской палаты. Кстати, наверное, туда нужно включить обязательно бесплатную юридическую помощь для учителей. Это наверное, и будет это итог будет очень хорошее нашего решение. сегодняшнего диалога. Да, и я думаю, отлично мы резюмировали. Спасибо большое гостям, слушателям и зрителям. Спасибо за внимание. Хорошего вечера.